Николаевич. Евгений Николаевич, вы с нами? Марат Маратович, добрый день, уважаемые участники совещания. Здравствуйте. Пожалуйста, да, вам слово. Ваш доклад. Спасибо. Город Якутск осуществляет свою работу по безнадзорным животным согласно федеральному закону 498, согласно федеральному закону 131 и закону республики 1288, по которым нам переданы полномочия. В рамках разграничения полномочий нужно понимать, что это государственные полномочия, которые передаются в размере субвенции, которая идет из государственного бюджета. Вот. И в рамках переданных средств мы осуществляем процедуру ОСВВ. Значит, у нас нарастающим итогом в этом году более 3000 собак отловлено, из них в естественную среду возвращено практически 1500 собак. За 2 года практически 2300 собак у нас возвращено в естественную среду. Здесь, значит, нужно сказать, что у нас вообще, в принципе, город Якутск, по полномочиям нужно понимать, что у муниципалитетов есть прямая обязанность и, значит, права. Вот у нас прямых обязанностей по городу Якутску обеспечение безопасности жителей, в том числе и в аварийном ветхом жилье, ремонты жилого фонда, детских садов, школ. Значит, есть судебные решения, по которым бюджет должен исполнять такие решения. Значит, решение задач по, значит, строительству приютов и прочего, я считаю, эти полномочия должны быть обеспечены средствами. Значит, теперь хотел бы выразить несколько моментов, которые у нас есть в правоприменении. Мы сейчас слышим, что всюду, значит, виноваты везде муниципальные чиновники, но вот я хочу обозначить несколько вопросов. Коллеги, вот у нас по процедуре ОСВВ мы сегодня, значит, отлавливаем собак и выпускаем их в естественную среду, если у нее есть немотивированная агрессия, не проявляет. Вот здесь нужно понимать, что собака, которая находится в окружении людей, в приюте или в пункте передержки животных, когда с ней вокруг люди, она ведет себя по одному. А когда она оказывается на воле, это коллективно-стайное территориальное животное. Она попадает под влияние, в том числе, значит, альфа-особей, и становится совсем по другому поведению. У нас есть официальная статистика с Минздрава Республики, где у нас есть, фиксируются факты нападения собак, в том числе беркованных. Второй вопрос по процедуре ОСВ у меня связан с обеспечением санитарной безопасности населения. ФЗ-52 и Конституция, пункт 42. Значит, мы раз в год должны всех собак обязательно прививать по бешенству. Вот у нас собака, которая выпускается по ОСВВ, не имеем права, мы ее второй раз отлавливаем. Как мы должны обеспечить, значит, безопасность народа, в том числе от бешенства? Теперь вопрос дегельминтизации. Собака должна обязательно проходить процедуру дегельминтизации, иначе, значит, у нас есть резкий риск того, что у нас эхинококоз может на территории наших городов возникнуть. Это совершенно не вымысел, это очевидный факт, который зоологи, биологи, значит, вовсюду, значит, научной работы не проведены. Теперь, что касаемо, значит, работы, связанной с расчетом количества собак и количества собак, которые должны быть. Вот мы при реализации закона нам выделяются денежные средства там, в каждом городе по-своему, в зависимости от субвенций. Я предлагаю в 498 законе строго определить, какое количество собак у нас в конкретном селе, в конкретном районе, в городе и в стране в целом. Определить от количества собак в целом. И исходя из этого уже составить математическую модель ОСВВ. То есть дать конкретное госзадание на отлов такого-то количества собак. И если, значит, из этих собак 80% сук будет стерилизовано, тогда можно сказать, что будет регуляция популяции на улицах города с помощью ОСВВ. Когда у нас нет этой единой методики, каждый регион решает по-своему, а в конечном итоге, значит, нет единого подхода, а всегда, значит, остается вот этот риск, когда у нас количество собак остается большим в городах. Вот здесь нужно тоже, чтобы федеральный закон поставил для каждого населенного пункта от типа его застройки, какое максимальное количество собак может быть находиться в естественной среде обитания в городах. Пока этого нет, мы не понимаем, к чему должны стремиться конкретно в каждом муниципалитете. И я считаю, это вот не моя позиция. Я перед тем, как сюда попасть в это совещание, я поговорил с мэрами, которые состоят в ассоциации городов Сибири и Дальнего Востока. Можете считать это нашей консолидированной позицией. Мы готовы, чтобы нас включили в группу, которая, значит, обсуждает эти законы. Мы бы хотели выразить нашу позицию на местах по исполнению. Теперь, значит, исходя из этого, уже должна формироваться стратегия по работе с безнадзорными животными. Вот мы определили, сколько у нас собак, теперь должны понять,
какое количество собак мы должны выпускать по ОСВВ, а какое количество собак у нас должно пожизненно содержаться в приютах. Исходя из этого, мы должны понимать, на какое количество поголовья мы должны построить приютов по нашей стране и заложить деньги на их содержание. Вот, значит, у нас сегодня постановлением правительства республики на содержание одной собаки уходит 289 рублей. Туда включается и заработная плата, значит, и сено, которое как материал, на чем собака лежит, и питание. Вот нужно понимать, что в случаях, когда мы сегодня имеем в городе Якутске 1200 собак на содержании по решению суда, мы не выпускаем их обратно, то в год это обойдется 126 миллионов только на содержание. Я сегодня, не имея официальной методики расчета, значит, поработал с учеными местными, и их расчет не может быть считаться официальной методикой. У меня по городу посчитали 6300 собак. Население города требует одного: избавить их от собак на улицах, значит, чтобы обеспечить безопасность, в том числе санитарно. Так вот, тогда нужно точно понимать, что вот этих собак должно государство взять удар на себя и содержать их. Частные приюты тысячами собак невозможно это сделать. Поэтому мы должны трезво себе сказать, что вот, значит, содержать собак в приютах, обезопасить людей будет стоить столько-то денег. Такая методика определена в федеральном законе. Дальше разграничить полномочия, сколько денег должен софинансировать региональный бюджет, сколько должен софинансировать местный бюджет, сколько должно быть значит, денег передано с федерального бюджета. Тогда да, тогда, когда есть четкие показатели, уже можно говорить о халатном отношении, значит, кого-то, и самое главное — обезопасить людей. Вот мы сегодня, ведя работу в авральном режиме в городе Якутске в рамках решения КЧС, вводя чрезвычайную ситуацию, значит, уже давно перевалили деньги, которые выделены были в размерах субвенции, и работаем сегодня лишь с одной целью, чтобы обезопасить наших людей. У нас нужно понимать, что застройка разная. У нас город Якутск вокруг лесов стоит. В лесах уже сформировались стаи собак диких, которые никакого отношения не имеют к собакам, которые вчера были выброшены от хозяевов. У нас задирают телят, жеребят, косуль. И это абсолютно невозможно их каким-то образом отловить, когда мы имеем в виду стаи диких собак, которые живут в лесах. Вот здесь нужно тоже понимать, как работать с такой, значит, группой. Когда у нас между селами сотни километров, и когда у нас появляется такой вот вид, который защищен сегодня, значит, не имеем права отловить их нереально. В целом, я бы хотел, чтобы, да, еще одно слово скажу, вот, прошу тогда законодательно еще посмотреть, значит, ФЗ 224, который определяет государственное и муниципальное частное партнерство, и дать возможность для строительства в рамках ГЧП приютов для собак. Сегодня в императивном списке объектов, которые могут быть в ГЧП, нету приюта для собак. Вот если были там приюты для собак, мы могли бы выделять землю. Вопрос безопасности людей — первый вопрос. Значит, и я считаю, что исполнение и безопасность людей мы сможем обеспечить, если будет четкое финансово-экономическое обоснование всей картины реально, которая сегодня существует. Вот мы должны точно себя аудит провести и сказать, сколько в стране безнадзорных собак. Что нужно для этого сделать? Спасибо. Хорошо, спасибо.